Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Постепенное возвращение к привычной жизни, плановые осмотры и госпитализацию в медучреждениях Якутска могут возобновить со следующей недели. Новые мастерские для будущих молодых профессионалов. Мирнинский технический колледж получит федеральный грант на внушительную сумму. Здесь были имена известных деятелей, посетивших Якутию, запечатлят в новом арт-объекте. «53 новых случая коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Исен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня, 4 августа. Так, 39 новых случаев выявили в столице региона, а также зафиксированы заражения в Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах. Все заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. Состояние 26 человек в Якутии сейчас оценивают как тяжелое. Между тем, плановые осмотры и госпитализация могут быть возобновлены в медицинских учреждениях столицы республики со следующей недели. Об этом также сообщил глава региона Исен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Много вопросов поступает по плановой диспансеризации и по плановой госпитализации. Хочу сказать, что в связи с тем, что по городу Якутску мы наблюдаем достаточно стабильную картину по количеству заболевших и по уменьшению людей, находящихся в стационарах, скорее всего, если ситуация не будет ухудшаться, то уже со следующей недели вот эти плановые уже госпитализации, плановые осмотры уже по согласованному графику в учреждениях здравоохранения в городе Якутске мы тоже начнем запускать. Сегодня плановая диспансеризация, осмотры уже в 22 районах республики без всяких ограничений уже идут. Поэтому в целом, еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация находится под контролем, она стабильна. Вместе с тем, конечно же, прошу в том числе и те учреждения общепита, торговли, которые вот недавно получили возможность уже работать в нормальном режиме, соблюдать все те санитарно-эпидемиологические меры, которые обязательно, обязаны к соблюдению. Контроль за них возложен на административные комиссии муниципальных образований и соответствующие министерства республики. Пациенты, прошедшие реабилитацию после заболевания COVID-19 в столице региона, могут получить бесплатную психологическую консультацию. На сегодня врачи-психологи Республиканской клинической больницы номер 3 провели несколько десятков консультаций. Как проходит общение с психологом и с какими вопросами могут обращаться перенесшие коронавирус пациенты, расскажет Дмитрий Тымыров. Он сейчас находится на прямой связи со студией. Дмитрий, здравствуй, тебе слово. Сергей, здравствуй. Но хочется отметить, что в этом году во многих поликлиниках и в целом медицинских учреждениях республики заработал сервис «Облачная поликлиника», с помощью которого жители, в том числе гости столицы, могут получить онлайн-консультацию как врачей, так и узких специалистов. Ну а сейчас мы находимся в Республиканской клинической больнице номер 3, где с помощью данного сервиса проводят онлайн-консультацию психолога для тех лиц, которые заболели или перенесшие заболевание COVID-19. Давайте пройдем сюда. Это у нас кабинет психолога. Здесь сидят у нас психологи. Кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием. И психологи здесь с помощью данного компьютера, видеокамеры, телефона проводят консультацию для этих пациентов, которые переболели или заболели COVID-19. Ну, рядом со мной сейчас здесь психолог Матрена. Она только что завершила прием пациента с помощью видеоконференц-связи. Давайте узнаем, по каким вопросам обращаются жители и гости столицы и вообще насколько активно они пользуются этим сервисом, который называется «Облачная поликлиника». Здравствуйте. Облачная поликлиника уже работает, берет уже свои обороты, да? Те, которые переболели именно ковидом, особенно сложной формы, да, тяжелой формы, которые прошли через ИВЛ, очень нуждаются в реабилитации. Облачная поликлиника очень удобная программа тем, что
находясь на расстоянии, может получать пациент именно доступную такую психологическую помощь, в моем случае, например, да, и с врачами, с врачом ЛФК и так далее. И таким образом вот облачная поликлиника дает именно полноценную такую реабилитацию. А те, которые переболели ковидом, они получают психотравмирующее такое состояние, получают, и они должны обязательно пройти реабилитацию и в психологическом плане. Смотрите, а сколько вообще в сутки люди обращаются, и сегодня сколько человек вы уже проконсультировали? Так, сегодня у меня было 4 консультации, 3 из них постоянные, как бы уже проходящие, а 2 человека только сегодняшнего дня начинаем работать. Ага. Ведем именно диагностику вначале, и потом по результатам диагностики уже ведем дальнейшую такую работу, индивидуально с каждым человеком. Хорошо, спасибо. Я хочу сказать, то есть напомнить жителям и гостям столицы, и тем, кто прикреплен к данной поликлинике, вообще как пользоваться с этим услугами данного сервиса. Необходимо прежде скачать приложение «Облачная поликлиника», который на сегодня доступен на смартфонах, который поддерживает Android и iOS операционную систему. Регистрироваться можно через государственные услуги, и далее уже сервис будет работать полноценно. На этом у меня все. Сергей, передаю слово тебе. Дима, спасибо. Дмитрий Темыров в прямом эфире рассказал о психологической помощи пациентам, перенесшим коронавирус. 85 дней навигации в Ленске позади. Речной порт выполнил почти половину плана, а судоходная компания «Алрос-Алена» 60% от поставленной задачи. Ничего не мешает плановой работе, а на случай наплыва судов в запасе всегда резервные краны. Роман Токмаков побывал на причальной стенке. Крановщик Владимир Карлов нынешней навигацией доволен. С ее начала прошло 85 дней, и простоев не было. Периодически коллектив переходит с 3-сменного графика работы на 2-сменный, то есть бригады меняются 2 раза вместо положенных 3. Это когда большой наплыв судов. Работа идет в штатном режиме, все по плану. В этом году с грузом, считаю, идет, постоянно работа есть. И груз разный, плиты, труба, контейнера, все. Клинкер идет тоже в этом году. И докеры, и механизаторы утверждают, что препятствий для успешного приема груза нет. В постоянном режиме работы 3 портовых и 1 плавучий кран. В резерве еще 3. Они готовы включиться в процесс в любой момент. По переработанным судам можно сказать, что более 250 судов на сегодняшний день на утро переработано. А по объему груза это порядка 127 тысяч тонн. Из этих переработанных грузов 65 тысяч, это чуть-чуть там поменьше, это поступило в адрес компании «Алроса». Судоходная компания «Алрос-Алена» выполнила 60% своего плана. Это более 140 тысяч тонн различного груза. Из них 84 тысячи тонн светлых нефтепродуктов для предприятий «Алроса». Уровни реки и погодные условия благоприятствуют речникам. В этом году на верхнем участке Лены сохраняются глубины, позволяющие судам ходить с загрузкой 80% от грузоподъемности. Это положительно сказывается на провозных возможностях флота. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Мирнинский региональный технический колледж получит федеральный грант на сумму около 45 миллионов рублей. Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках национального проекта образования на реализацию проекта «Молодые профессионалы». Колледж стал одним из победителей в направлении промышленной и инженерной технологии. Проект предусматривает создание современных мастерских по компетенциям промышленная робототехника, добыча нефти и газа, электрослесарь, подземный, интеллектуальные системы учета электроэнергии. Мастерские будут созданы на базе Светлинского филиала. Педагоги уверены, современные мастерские поспособствуют качественной подготовке кадров. Планируется, что к сентябрю следующего года новые мастерские сдадут в эксплуатацию. Светлинский филиал МРТК – это то учебное заведение, где будет проводиться подготовка кадров для нефтяников в рамках всей республики. То есть там есть все необходимые
условия, есть площади, есть прекрасное общежитие, огромный учебный корпус, вся необходимая инфраструктура, не доставало только одного – соответствующего оборудования. Светлинский филиал МРТК будет оснащен самым новейшим, самым перспективным оборудованием. Для всей Западной Якутии это, конечно, колоссальный, перспективный, наверное, я не побоюсь этого слова, наиважнейший для республики проект. Здесь были. Новый арт-объект с таким названием появится на территории исторического парка «Россия. Моя история» осенью. Его автор – методист музея Лада Евсеева. Проект стал победителем всероссийского конкурса «Культурный след». По словам автора, на придуманной ею доске будут вписаны имена известных деятелей и личностей, которые когда-либо посещали Якутию. Напомним, проект «Культурный след» третий год создает в России те достопримечательности, которые хотят видеть в родном городе сами жители. Ежегодно на конкурс поступает около 2000 заявок со всей страны. Предварительный отбор идей по благоустройству населенных пунктов проводят профессиональные эксперты. Сегодня утвердят эскиз будущего арт-объекта. Когда водила экскурсии детей и взрослых по городу и рассказывала все это там, десятки раз, да, мне очень хотелось иметь какую-то такую стену за собой, наглядную, да, чтобы ты прям так махнул рукой на эти фамилии и показал, что вот смотрите-ка, ого-го, через Якутск такие люди проезжали. Этой стены не было. И когда я узнала о конкурсе «Культурный след», я подумала, ну вот он шанс, да, эту стену поставить. Как бы ни на что особо не рассчитывая, я описала свою идею и отослала. Участвовало, по-моему, несколько сотен заявок по России. Выбрали сначала 15 лучших, мы попали в шорт-лист. Потом нужно было поддержку общественности. Нас поддержала архитектура, мэрия, совет по туризму, просто общественники, да, и горожане. И вот потом уже, опять же, московская комиссия решала, выбирала лучшую пятерку, и мы попали в эту пятерку. Масштабные военно-морские учения «Океанский щит-2020» начались в Калининградской области на полигоне Балтийского флота «Хмелевка». Ими руководит главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. В рамках учений совершили высадку морского десанта на необорудованное побережье. Всего в учениях задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники, а также около 2000 военнослужащих. Завершатся масштабные учебные мероприятия переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, на Северный Черноморский флоты, а также Каспийскую флотилию. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.